Салам алейкум, друзья, всем привет, с вами Абдулафур Хусайнов и вы на канале Дружба народов. Мне часто задают вопросы о том, как найти работу в Москве. Да, это очень актуальный вопрос, и не каждый приезжий знает, как найти работу, пока не проживет определенное время и не наберет опыта. На этот вопрос мы сегодня и ответим. Есть разные способы, как найти работу. Я назову 3 основных способа. Через знакомых, через интернет и ходить по улицам Москвы. Первый способ через знакомых. Очень хороший способ. Для этого, если у вас нет знакомых, то обязательно после прилета в Москву познакомьтесь со всеми подряд. С кем только получится. Чем больше людей вы знаете, тем больше вероятности того, что вы найдете подходящую работу. Именно так большинство людей здесь и находят работу. Этот вариант работает, когда вы уже находитесь определенное время в Москве, но начните знакомиться уже сейчас. Во время общения со знакомыми обязательно упоминайте то, что вы ищете работу, даже если вы работаете. Поищите работу получше, ведь всегда есть работа лучше, чем та, что у вас сейчас. Да и друзья, в общем, в незнакомом для вас городе. Это всегда только плюсы. С ними вам будет легче и самое главное, быстрее будете сориентироваться в незнакомом для вас городе. В Москве самое главное – это ценная информация. Чем больше друзей, тем больше информации. Второй способ – это через интернет. Многие считают, что через интернет легче всего найти работу. Но поверьте, это не так. Это так, конечно, но знаете почему? Потому что вы не будете выходить на улицу. Ну, те люди, которые ленивые, я бы так сказал, то, что не хотят выходить на работу и искать нормальную работу, они будут сидеть в интернете и искать работу. Ребят, эта система работает сейчас 50 на 50. Не так, как раньше, там, 5 лет назад, в 2018-2017 году и так далее. Почему? Потому что сейчас вокруг одни обманы, одни мошенники. Да, и вживую могут обманывать, ребят, не удивляйтесь, это Москва. Но что касается именно по интернету, это так. Большинство работодателей регистрируются на сайтах вакансий и таким образом быстро находят себе работников. Вакансии я вам советую искать на сайте avito.ru, profi.ru, в группах, ВКонтакте, соцсетях, Телеграм и так далее. Но что касается по поводу Avito, ребят, многим из вас это известно. Вы там можете найти не только работу, а много чего. А что касается именно по работе, ребят, кто не в курсе, кто не знает, вкратце расскажу. Когда вы заходите на Avito, ребят, в поисковике, вы будете, пишите туда ту работу, которая вам по душе, все, что нравится. Администратор, управляющий, там, таксист, охранник, грузчик и так далее, ребят. Также вы можете в настройках, в параметрах настроить все, что вам нравится. График, зарплата и так далее. А что касается по поводу Профи.ру, ребят, я решил снимать отдельное видео про Профи.ру. Что из себя представляет, как найти работу и так далее. Там, кстати, ребят, много плюсов тоже, как и в Avito. Конечно, там вы не можете купить все, что вам нравится, как в Avito, но там именно такая мастерская тема, все о работе и так далее. В 2 предыдущих моих роликах, ребят, я снимал видео о заработке на доставке на легковушке и на грузоперевозках. И эти ребята, один из Таджикистана, второй из Узбекистана, они не были в курсе о работе в грузоперевозках, точнее именно о заказе на Профи.ру. Я в прошлом году, когда работал, и брал себе хорошие заказы с Профи.ру. Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях. В ближайшее время, иншаллах, мы снимем видео про Профи.ру. Третий способ, ребят, это ходить по улицам в Москве и заходить во всех понравившихся вам организации, здания, там, компании, офисы, магазины, рестораны и так далее. Вы заходите туда и будете спрашивать, там, допустим, администратора, управляющего о свободных вакансиях. Тут у вас есть 2 плюса, ребят. Вы прогуляетесь по улицам Москвы, увидите его достопримечательности и самое главное, вы найдете еще и работу. Кстати, очень хороший способ, ведь вас увидят сразу вживую. И вам будет легче воздействовать на работодателя. И он с большой вероятностью даст вам работу именно вам. Пару советов при устройстве на работу. Как только приступили к работе, обязательно осмотритесь вокруг, как работают другие. Не старайтесь показательно работать быстрее всех. Если уж хотите быть лучше, чем все остальные, то лучше всего не выпендриваться перед коллегами. Постарайтесь не ссориться и не ругаться с коллегами. Подружитесь с ними в первые же дни. Всегда останьтесь в хороших отношениях. Ходите с ними на перекур, даже если вы не курите, ребят. Просто ходите, улыбайтесь, шутите, делайте это искренне, и вы всегда останетесь в плюсе. Вы уже работаете долгое время, и вдруг вы понимаете то, что эта работа уже не для вас. Вы начинаете искать другую работу, сразу увольняетесь и ругаетесь с начальником, как обычно это делают многие. Ребят, этого не стоит делать. Постарайтесь всегда быть в хороших отношениях с коллегами и с начальником, с бывшим начальником. Вот вы хотите уже увольняться. Ребят, перед увольнением обязательно сначала найдите работу, которую получше, больше платят или которая вам нравится, ближе к дому и так далее. Идите туда на собеседование. И когда у вас идет собеседование, ни в коем случае не упоминайте то, что
вы поругались там, начальник какой-то плохой, коллеги плохие и так далее. Это очень плохо, ребят. Наоборот, скажите хорошие вещи. То есть начальник хороший, коллеги хорошие, все нормально, все нравится, но просто далеко от дома или в этот месяц там зарплату начали задерживаться. Ну, вот так вот. И когда вас примут на работу, то обязательно скажите то, что вы можете приступить к работе только через 15 дней. Почему? Потому что если на предыдущей работе вы работали официально, то официально вы должны перед увольнением еще работать 15 дней. Ну что, друзья, поздравляю, вас приняли на работу. Собеседование прошло на ура, вас приняли на работу. Обязательно за 2 недели, за 14 дней об этом сообщите начальнику, ну, где вы работали раньше. Скажите им то, что вы увольняетесь там дней через 15. Нашли работу ближе к дому, вам так удобно будет. Ну, как я сказал, не стоит ругаться и постарайтесь всегда быть в хороших отношениях. При увольнении обязательно свое рабочее место посоветуйте своим друзьям. Разумеется, если она нормальная. Быть в хороших отношениях с коллегами и с начальником, здесь очень много плюсов, ребят. Очень много. Я назову одну самую главную, ребят. Вы устроились на новую работу, и не дай Аллах что-то у вас случится. Ну, работа не понравилась. Или вы здесь на самом деле поругаетесь, но все равно постарайтесь здесь не ругаться. Но вы хотите на старую работу. Но вы же уже в хороших отношениях. Вы можете позвонить и спокойно обратно то, что здравствуйте, день добрый или ассаламу алейкум, я хочу вернуться. И я уверен, что в 90% вас берут обратно на работу, если вы были раньше в хороших отношениях. Но когда вы уже ругались с каждым вторым коллегом и с начальником, говорили какие-то плохие вещи, даже если есть там свободное место, вам скажут, извините, если что, мы вам перезвоним. Но пока нам не нужно. Этого не делайте. Ну что, друзья, на этом заканчивается наше прекрасное видео. Я надеюсь, что вам помогло это видео и поможет в будущем. Обязательно поделитесь с друзьями с помощью WhatsApp, Viber, Imo, Instagram, как сможете. Отправляйте всем, чтобы все были в курсе, ребят. Если есть какие-то недостатки, если что-то не понравилось, то обязательно пишите в комментарии, чтобы в будущем я это исправил, ребят. Человек без ошибки не бывает. Я старался сколько смог, как говорится. Самое главное, ребят, не забудьте подписаться и быть в курсе всех следующих хороших новостей и хороших видеороликов. Почему? Потому что, ребят, мы создали уже расписание, и в скором времени я уже назову, в какие дни конкретно у меня будут выходить новые ролики, но пока что каждую неделю, либо в четверг, либо в пятницу, после 2 у меня выходит новое видео у меня на канале в YouTube. Внизу у меня здесь Instagram Абдулгафор. Обязательно заходите, подпишитесь. Почему? Потому что у меня там больше хороших и полезных информаций о Москве. И самое главное, не забудьте, да, ребят, пишите, про что вы бы хотели смотреть видео о работе. Ну, естественно, у меня будет... На этом все, ребят. С вами был я, Абдулгафор Хусайнов. Дружба народов. Ассаламу алейкум.